Стало известно, что учредитель одного из успешных технологических проектов в Восточном Туркестане содержится в концентрационном лагере. Родственники 30-летней предпринимательницы Гульджамал Абайдулы, являющейся основателем компании Iqbal Technology, сообщили, что она содержится в одном из лагерей перевоспитания. Согласно информации Радио Свободная Азия, после заключения брака в 2017 году предпринимательница переехала в Кульджу, являющуюся родным городом ее супруга, где пропала без вести. Через 2 года выяснилось, что женщина находится в одном из так называемых учебных центров, куда была заключена из-за своих религиозных убеждений и ношения хиджаба. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев опроверг сообщения о преследовании уйгуров, казахов и других тюркских народов в Восточном Туркестане. На вопрос о том, обсуждалась ли с китайскими властями ситуация уйгурского региона, граничащего с Казахстаном, и вопрос лагерей, Токаев ответил следующим образом. В Синьцзяне живут граждане Китайской Народной Республики. Многие сообщения международных правозащитных организаций неверны. Мы считаем это результатом торговой войны США и Китая. Время покажет, будут ли сняты санкции против Китая и чем закончатся переговоры. Казахстан не будет сторонником антикитайского блока. Однако, несмотря на заявление Токаева, документы из надежных источников показывают, что вместе с уйгурами в лагерях содержатся сотни тысяч казахов. The Wall Street Journal утверждает, что администрация Трампа отправит 14 тысяч американских солдат на Ближний Восток для отражения вероятной атаки Ирана. Один из высокопоставленных чиновников, пожелавший не называть свое имя, заявил, что вместе с дополнительными войсками в конце декабря в регион направят более 10 кораблей и большое количество вооружения. Однако официальных заявлений от вооруженных сил пока не поступило. Казахстанский Сенат одобрил соглашение о военном сотрудничестве с Турцией. Решение было озвучено на заседании парламентариев с участием представителей Министерства обороны Казахстана, после чего договор был направлен в канцелярию президента для утверждения. Данное соглашение включает в себя военную подготовку, обучение, проведение совместных учений и операций по обеспечению безопасности, а также военные и научно-технические исследования. Французские профсоюзы, выступающие против пенсионной реформы Макрона, начали самую масштабную забастовку. Для разгона участников забастовки полиция применила дымовые шашки и задержала 18 человек. На работу не вышли сотрудники общественного транспорта, образования, скорой неотложной помощи, ассоциации адвокатов и прессы.